Виланд, Дона Кивзи сейчас. Слушайте, Гоми Мойдище. Давным-давно на земле, где протекали Вычек, Домизень и другие реки, стояла Парма. Словом этим называли не только лес, но и народ, земли, что начали зарождаться здесь, Пермь, Биармия. Ну и, естественно, у каждой страны, племени должны быть свои правители. И какие же здесь правили Каны, Эксы, Памы, я вам расскажу в этих сериях видео. Начинается все с братьев Остис и Ошьяс, о котором я упоминал в одном из видео, правительницы Чучи, но о них мало данных и совсем нет иллюстраций. Поэтому расскажу-ка я вам об инвинских Коми, братьях наших пермяках, о чудском отце знаменитых Купрам, Майя и Оша. Правда, по некоторым версиям это был медведь, но другие говорят, что родился Ош в семье простого Пама. Может, и тот, и другой вариант правильный, кто знает. По некоторым легендам, медведь – это сын бога Демиурга Йена. Возможно, что под этим подразумевается само происхождение Памов. То значит, медведь мог быть первопредком рода, тотемным животным. Судя по историям, Пам является одновременно и жрецом, и вождем, и воеводой. Как говорится, и швец, и жнец, сын Дудей и Грец, но об этом мы не знаем. Мать Оша была могучей, одноглазой и очень уважаемой колдуньей по имени Певщин. Получила она в глаз до или после того, как стала ведьмой, история умалчивает. Ой, простите. Как-то отправился Пам войной в Курыгар и Крутачой, воевать с Мансией, и в одной из битв погиб. Похоронили его у реки Купа, а новым правителем стал его младший сын Ош. При вступлении в должность Пам получил жезл и четырехугольное изображение медведя, которое должен постоянно носить на груди, что доказывает предположение о медведе-первопредке. Говорят, Ош был настолько силен, что никто не мог с ним справиться, а также обладал колдовскими способностями и был способен вызвать на реке бурю, чтобы отогнать нападавших врагов. Но и это еще не все. Он был неуязвим для оружия, и если же его ранили, то мог до 3 раз выживать, прижимаясь полученной раной к земле. Да так, наверное, можно и экзамены по несколько раз пытаться сдать. Решил он как-то перенести городище из низины Сылпа на Красную Каменную гору Изюр, у реки Ку, где собрались разместить новое рядовое святилище. Жрица Потыщ или Чикыщ была против и угрожала гневом богов, ведь находилось там святилище. Но Ош переиграл и уничтожил, спросив мнение у солнца, и то, о чудо, осветило место Красной горы. Тогда жители сразу же отправились туда и опознавали город Кудынкар, что переводится как город у реки Ку, а вождя прозвали Кудын-Ош. Возможно, это та же река, рядом с которой похоронен отец Оша, ибо в коми языке «ва» — это вода. Ну и казалось бы, жизнь наладилась, бизнес растет, деньги есть, боги с тобой, тепло, хорошо, но что-то все не давало покоя. Не хватает, знаете, какой-то второй половинки. И решил Пам жениться. Жрица посоветовала ему отправиться в место, где течет быстрая река и живут егора, то есть манси, а правит там князь Анюш. Кстати, некоторые считают, что это сам Асыка. И есть у князя дочь по имени Коста, которую тот хочет отдать замуж за молодого и сильного князя, чтобы родился такой же могучий сын. Ну и, конечно, тут верит ей на слово и с радостью отправляется в неизведанные земли к народу, с которым вообще-то воевал его отец и погиб. Братья же Оша, Купра и Майя советуют не жениться на чужестранке, но тот не слушает. И, значит, добирается к Кудым в Могульский город, но его туда пустили только спустя 2 ночи. Ну и я медведя тоже не пустил. Провели Пама в чум из оленьих мехов, а там его встречает ужасный теленок. Ну, типа смесь человека и теленка. Не очень, да? В общем, посмотрел, куда можно на нее, она на него, он опять на нее, и она на него. Простите за спойлер, но казалось, мать Коста обклеила дочь шкурками теленка. Человек отклеил одну кожицу и показал лицо, и тогда тот понял, что она человек. Вот прям вся мать. Отправились молодожены обратно в Чудскую землю, да по дороге заехали в богатый город. Попросил он у жителей пушнину, а те взамен взяли еду да золото-серебро.
По некоторым легендам, именно там Пам впервые и попробовал хлеб, научился сажать его. Вернувшись в Кудымкар, сыграли большую свадьбу, позвав всех, кроме Юкси, который, разозлившись, пошел войной на город. Долго бились они, но вдруг Юкси почему-то замер. Подумала, что тот хочет мира, и заключил его, раздав всем знакомым подарки. Говорят, прожил Кудымош на свете аж 150 лет, и смерть его описывают по-разному. Однажды к Кудыму приходила смерть, но он прогнал ее. Наконец, предчувствуя свой окончательный конец, собрал всех сородичей и сказал, что сразу после его смерти у него изо рта пойдет пена. Всем, кто мизинцем соберет эту пену, перейдет часть его богатырской силы. Перед смертью Пам велел похоронить себя в долбленном кедровом гробу, опоясанном железными обручами, и сообщил, что когда-нибудь еще вернется на землю эту. Вот таким был Чудской Пам Кудым-Ош. Если вам понравилось и вы узнали что-то новое, то обязательно подписывайтесь и ставьте отметки «Мне нравится». Зовут читайте Адишлатач Десавы Пурсе. Дона Кывзищес.